Маждалаца Хамсернокуси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И у нас вот такой вот дождь, погода такая. Я в интернете смотрела еще 3 дня тому назад. У нас, по-моему, всю неделю будет вот так вот дождь. Прохладно, очень холодно. Мы уже 3-й день отопления даже включили. Поэтому, видите, не опрыскивать, ничего, не сажать, не полоть. Ничего, конечно, в эту погоду нельзя делать. У меня второй палисадник был на подходе, который нужно. Он уже, по-моему, по пояс у меня травой зарос. Придется руками даже, а не тяпкой. И мне надо было вот эти вот мои туи, мои можжевельники, надо было опрыскивать. Эпин, по-моему, она мне дала, но погода не дает это сделать. Так, уже 10 час, а я только выхожу из дома. И вот что мне вчера купил уже старший сын. Подарки продолжаются, видите? Вот такие вот цветочки. Но он мне сказал, чтобы я выбрала, что ты хочешь. Я выбрала, мне прислали, он заплатил. А представляете, что? Что вот это все, кроме вот этого вот зеленого, но я сейчас не помню, как оно называется, я вообще раньше запоминала все цветочки, друзья. Оказывается, это тенелюбивые, вот эти вот, нет, вот это вот гейхера, да, я вспомнила, красными листочками, которая, так, а это вот прям на языке болтается, и сейчас не помню, хоста. Оказывается, они должны быть в тени или в полутени, а я их купила, чтобы посадить здесь, так что только вот эту одну можно будет здесь сажать. Она такая синими сиреневыми цветками цветет. А это все уже на тот палисадник. Вы можете себе представить вообще вот эту ситуацию, что я искала долго как-то тенелюбивые растения, чтобы посадить, вот на тот участок, на тот, где тень. Не могла найти, а теперь наоборот. Хотела купить, где солнышко, получилось, что все наоборот. Но придется это все посадить в тени. Представляете уже, в каких теплых я этих, настолько холодно. Зимних теплых. Не знаю, как они называются. Ладненько, не знаю, что будет, как будет. Пойдем сегодня, в сегодняшний день. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. Пусть погода нам не мешает. Конечно, болячки в нашем возрасте в такую погоду немножко обостряются. И у меня тоже. Но ничего, альхамдулилла, мы сегодня встали, проснулись, живы, здоровы относительно. Хвала Всевышнему. Так, мои дорогие, позавчера снимала, что у нас утром идет дождь. Дождь шел и вчера. В этот день как-то не получилось больше ничего снять. Было много проблем, было много чего. Короче говоря, но не снимала. И вчера не снимала. Сегодня утром тоже был дождь, чуть-чуть моросня. Вчера ночью всю ночь лил дождь. Это что-то. Но вот только что, буквально часа 2-3, наверное, солнышко такое появилось. Я вывела наконец-то цыплят, потому что они уже большие и в клетке не помещались. И, мои дорогие, сейчас делала прополку в палисаднике. И думаю, если я и сейчас ролик не выпущу, это уже будет слишком далеко. И некрасиво, потому что сегодня ничего из готовки снимать тоже не буду. Вы, наверное, немножко меня простите, хотя много комментариев у меня под другими роликами. Не разговаривайте много, не болтайте много, снимайте только что готовите, и в этом плане. Но это новые какие-то подписчики, которые заходят на старые мои ролики. Так, не в этом суть. Короче говоря, вот вывела птичку, они довольные такие, радостные. Короче, гуляют. А то они у меня, по-моему, 5 дней однозначно в клетке были. Так, вроде бы пока, не знаю, это сейчас еще не определиться, прижились или нет. Вот так вот. И что, сегодня вот наконец-то высадила вот купленные позавчера еще, я сказала в начале ролика, хосты и гейхиры. Из меня, конечно, дизайнер еще не такой, как должен быть. Высадила. Так, это мой петух с арпингтончиком. Петух обычный, домашний, а вот арпингтон, породистая курочка, у нее нет петуха такого. Так, гейхеры я высадила. И здесь
хвосты высадила. Это, девочки, я прополола, но еще не засохла эта трава. Я оставила, это будет, пускай будет как удобрение. Уже и на послеобеденный намаз уже азан. Так, ну что, мои дорогие, вот палисадник, о котором я говорила, где трава по пояс. Это однозначно по пояс. Так вот, я уже начала тут прополку делать и руками, и тяпкой. И решила все-таки, думаю, ну сегодня вряд ли я выпущу ролик. Давайте, ну, в смысле, как выпущу ролик? Смогу что-то приготовить, хоть мне говорят, чтобы я готовила, да? Потому что вот, ну вот как-то так надо сегодня все-таки постараться. Все не успею, уже 4 часа, не успею все сделать. Сколько успею, сейчас быстренько выпущу эту, ну не выпущу, поговорю с вами. Вы меня извините, что сегодня не будет ничего такого путного, просто буду с вами на связи. И да, мои дорогие, хочу вам объяснить, сейчас пока расскажу про сайт, вот этот вот, про палисадничек, а потом уже расскажу, что у меня случилось все-таки. Так, смотрите. Позапрошлом году я посадила вот эту розу, я думала, она такая, ну, обычная роза, да, не плетущая. Но все-таки в прошлом году уже поняла, что это плетучка. Осенью хотела пересадить ее в прошлом году, но забыла. Весной уже не стала, потому что она уже все-таки большая, как видите, она раскидалась, но она не была такой пышной. В этом году она вообще так разошлась, такая, видите, я ее уже привязала. Так, под навесом у нас еще ничего не сделано, как выкопано, так и стоит. И вот, сейчас я ее привязываю, делаю прополку. И в прошлом году на ней были такие розовые цветочки, но такие пахучие, это было что-то. Так, купила я опрыскивать, видите, уже тля на ней. Надо будет опрыскивать, но сегодня не успею. Хотя уже надо. Не фокусируется что-то. Не фокусируется никак. А вот, все. Вот видите, сколько тли. Пропадет роза. Может быть, сегодня успею опрыскивать буду. Хотя дождь, мне кажется, еще сегодня тоже будет. Вот после обеда просто хорошо стало так. Солнышко вышло, тепло, и уже можно что-то делать хотя бы. Так, вот видите, затерялись в траве лилии. Вот. Это уже скоро пионы зацветут. Это я пересадила сюда их позапрошлом году. Оттуда, с того палисадника. А вообще эти розы, знаете, друзья... Ой, розы говорю. Эти пионы с историей. Тут тоже лилии. Я сегодня просто смотрела на пионы и вспомнила. Это же пионы моей мамы. Представляете? Это вот у меня 2 куста тут гортензии. Тоже надо быстренько освобождать. Там тоже лилии. Это дерево высохло. Надо вырубить. Давно просила его. И у меня, скорее всего, надо будет вырубить и эту калину тоже. Она тоже высохла. Короче, тут работы много. Но. Уже слово не успевать не хочу говорить. Так, про пионы. Эти пионы, мои дорогие, были у мамы, когда она жила. Так, а тут тоже муравьев очень много. Вот видите, сколько муравьев на них. Вот плохо фокусирует этот телефон. Все видно уже. Видите, сколько муравьев. Когда мама жила, еще мама с папой, папа был жив, после того, как они были беженцами, они жили в Карбулаке, как переехали из Осетии. И там у нее в огороде они были. Очень много было кустов пион. И она их, когда переезжала ко мне, привезла несколько корней туда, где мы раньше жили, в Новом Реданте. А оттуда уже, когда мы уже уезжали оттуда, мы выкопали свои пионы и перевезли сюда. Вот видите, какая история у этих пионов. Поэтому не хочется их тоже терять. Это, ну, такая как бы память о маме. Вот так вот, мои хорошие. Что еще? Чем занималась? Да, вот тот день, когда шел дождь, я в тот день хотела что-то снять, но не получилось, потому что мне привезли малышей. Мадина поехала на проверку после операции на глазки Аишки, Нальчик.
И поэтому как-то в этот день так и не получилось ничего снять. А потом и вчера у меня что-то... у меня сломался телефон, друзья. Вот почему. Сейчас объясню вам. И простите, что я не показываюсь. Я не собиралась сниматься, поэтому не в хиджабе. Дело в том, что, мои дорогие, если вдруг что, кто-то мне писал на WhatsApp, а там по-любому видно, что я не была в сети, одна галочка столько стоит. У меня сломался телефон. Он у меня не просто сломался, он упал в воду, оказывается. Я не знала. Он лежал долго в воде. Отдали в ремонт. Он еще позавчера сломался, но под вопросом, можно ли будет его сделать или нет. Сам телефон мне не настолько жалко, сколько жалко мне своих сообщений, которые там были. Номера. Во-первых, у меня, по-моему, только номеров 15, максимум 20 были сохранены, оказывается, на сим-карту. Остальное все в телефоне. Столько номеров, которые мне нужны были, столько чатов, которые мне были нужны, столько записей. Мне отдельно я сделала один чат, ну, вроде бы чат, но там я только перекидывала то, что мне нужно, что мне когда-то понадобится. Девочки, там столько информации у меня было. Мне надо было флешку, а не туда. Но это я сглупила очень. Очень жаль, если не сможет восстановить. Потому что раньше, когда вот такая история у меня случилась с телефоном, переставив сим-карту в другой телефон, Ибрагим мне сделал WhatsApp. И, последние 2-3 дня, которые были сообщения, удалились, а остальные все сохранялись, и было видно. А сейчас эта функция почему-то не работает. Ибрагим этого не может сделать. Так что надеюсь, что мастер мне его восстановит. Не знаю еще точно. Вчера еще не было ясно. Сегодня вроде бы еще не звонил. Ибрагима спрашивала, что да как. Он говорит, мастер пока не звонил. Обидно, очень обидно, друзья, что если пропадет у меня этот номер-то, по номеру-то я новый WhatsApp сделаю на этот же номер. Люди, конечно, будут писать, приходить. Я восстановлю потихонечку. Но информация, которая была в WhatsApp, для меня была очень важная, конечно. Ну, что поделать. Будем надеяться, что мне его сделают. Вот как-то так. Сегодня продала немножко свою птичку. Решила продать цыплят, мои дорогие. Продала немножко французского бройлера. Продала браму. Продала серебрянку. Что я еще продала? Все. И поставила еще на продажу индюшат и оставшийся французский бройлер. 16 штук у меня осталось. 16 штук домашней птички осталось. Хочу их продать. Кое-какие обстоятельства. Не буду сейчас ничего объяснять. Вот как-то так, мои хорошие. Так что вот так вот. Что еще? Все. Дожди еще вроде бы будут стоять. Я уже, наверное, второй раз повторилась. Посмотрим. Сейчас быстренько все это довыбираю, насколько успею. Сегодня ничего готовить не буду, потому что на обед приготовила суп с тефтельками. Он у нас еще остался. Мы его на ужин съедим. Поэтому готовить пока не буду. Будут, друзья, будут рецепты. Все у нас будет. Просто, чтобы быть с вами на связи. Тем более, когда я не бываю, не выхожу в роликах. Обычно приходили на WhatsApp сообщения. Сейчас еще и WhatsApp нет. Поэтому я вот выпущу такой немножко разговорный ролик. Что у меня и как у меня. Вот, как Игене говорила, что делаем, как делаем. А я буду говорить, что у меня, как у меня. Так что эта присказка будет моей. Вот так вот, друзья. Все, наверное, на этом я свой влог закончу. Всех благ вам, мои дорогие, мира и благоденствия. Не забывайте меня. Я надеюсь, с нами еще будет интересно. У нас будет много чего. По крайней мере, вы будете наблюдать за нашей жизнью. Я надеюсь, у вас все хорошо. Всех благ вам. Мира и благоденствия. Мяштахалши.